Здравствуйте, ребята, с вами я, Эльмира Ринатовна. Сегодня на уроке мы рассмотрим еще одну задачу, которая касается темы сечения шара. Но сегодня мы будем разбирать немножечко необычную задачу, в которой будем говорить не о полном сечении плоскостью шара. О чем говорится в данной задаче? То есть мы с вами говорили о том, что если шар пересекается плоскостью, то сечением является круг. Но дело в том, что условия бывают разные. И вот такую задачу мы сейчас с вами рассмотрим. Нам дано, что ABCD прямоугольник. Причем точки А, Б, С, Д лежат на сфере шара. Попробуем это изобразить. То есть здесь где-то точка А. Здесь где-то точка Б, я возьму вот так вот, точку С и вот здесь вот точечку. Эти все точки лежат на сфере. То есть мы не видим данный прямоугольник, он находится внутри. И мы будем работать с данным прямоугольником. Вы понимаете, что когда мы изображаем фигуры в пространстве, происходит искажение. Поэтому я говорю о прямоугольнике, но на рисунке получается параллелограмм. Но мы будем говорить и использовать свойства прямоугольника. Я запишу, что ABCD – это прямоугольник. И точки А, Б, С, Д принадлежат сфере. Далее. У нас сфера радиусом 10 сантиметров, то есть r равно 10. Давайте с вами сразу же покажем наш радиус. Я хочу взять отрезок ОС, и этот ОС будет нашим радиусом. Диагональ нашего прямоугольника равна 16 сантиметрам. Вспоминаем свойства прямоугольника и говорим о том, что диагонали в прямоугольнике равны между собой. Поэтому я могу взять любую диагональ. АС равна 16 сантиметрам. Изображаю данную диагональ, и она у меня равна 16 сантиметрам. Далее, нужно найти расстояние от центра нашей сферы до плоскости прямоугольника. Вспоминаем, я запишу D, так как мы привыкли, что расстояние мы обозначаем через D. Вспоминаем, что расстояние – это перпендикуляр до нашей плоскости. То есть внутри нашего шара находится этот прямоугольник, и нам нужно найти расстояние. То есть нам нужно провести перпендикуляр. Но дело в том, что если все точки принадлежат нашей сфере, то основание нашего перпендикуляра это будет точка пересечения наших диагоналей прямоугольника. То есть я так и запишу в решении. Итак, ОО1 мы сказали, это перпендикуляр. ОО1, да прям так и запишем, что это перпендикуляр. То есть это наше расстояние, то расстояние, которое нам нужно найти. А теперь, чтобы не запутаться в нашем рисунке, давайте с вами вынесем наш прямоугольник. То есть вот он у нас наш прямоугольник АБ, СД. Это диагональ 16. Данные диагонали у меня пересекаются, поэтому и между собой равны. Поэтому я записываю, что АС пересекается с ДБ в какой-то точке О1. То есть вот эту точку мы обозначили через О1. Где-то здесь находится наш центр сферы, то есть О. В результате у нас получается расстояние ОО1, которое нам нужно найти. Но дело в том, что мы говорили о том, что радиус сферы равен 10 сантиметрам. Поэтому я подписываю, что ОС равно 10. Но, опять же, мы сказали, что ОО1 это перпендикуляр. То есть здесь у меня прямой угол. Но я осталось, опять же, поработать с прямоугольным треугольником. То есть я выношу прямоугольный треугольник. Вот он у меня. ОО1С. Здесь у меня прямой угол. Радиус равен 10. Теперь мне нужно найти расстояние, то есть вот этот отрезочек нужно найти. Но дело в том, что вся диагональ равна 16 сантиметрам. Вспоминая свойства диагонали, а диагонали в прямоугольнике пересекаются, и пересекаясь они делятся пополам, поэтому мы можем найти отрезок О1С. Поэтому я записываю О1С, это есть АС, разделить на 2. То есть в результате у нас получается 16 разделить на 2, это будет 8 сантиметров.
Ну, а тогда очень легко найти это расстояние. То есть я пишу D, это есть отрезок ОО1, и он равен по теореме Пифагора 10 в квадрате минус 8 в квадрате. А вы знаете, это Пифагорова тройка, которая в результате дает 6 сантиметров. Поэтому в ответе у нас будет следующая величина. Ответ 6 сантиметров. Вот и все решение данной задачи. То есть не всегда в задачах о сечениях говорится о том, что мы рассматриваем полное сечение. Возможно, в условии говорится о том, что какие-то точки лежат на сфере. Поэтому будьте очень внимательны, и я уверена, что вы справитесь с данным заданием. А на сегодня у меня все. До свидания, до новых встреч.